Рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Ишимбайскому району продолжается. Напомним, Ишимбайский район находится на правом берегу реки Белой, в 160 километрах от Уфы и граничит с Гафурийским, Белорецким, Бурзянским, Мелеузовским, Стерлитамакским районами, с городами Салаватом и Стерлитамаком. В состав Ишимбайского района входят городское поселение Ишимбай и 85 сельских населенных пунктов. Они, в свою очередь, являются частью 13 сельских поселений. В одно из них, Сайрановское, и отправился Ради Хабиров. ФАП, в рамках реализации вот этой федеральной программы общая сумма 3400, а 4300, 3400 на монтажные работы и 700 тысяч на оборудование. Вот 29-го, Райфарич, насосы придут. Салават, 29-го насосы будут. Вода вот в дома когда поступать начнет? Башню поставили, трубы все проложили, ждем специальный насос, итальянский насос ждем. Сейчас уже 29 числа ориентировочно придет. И уже первый этап уже сделали с тем учетом, что на следующий год в Айраново уже создадим воду. Трубы на месте уже второй этап. Ориентировочно вот уже в декабре наконец-то дадим воду благодаря вам и администрации. А вот по газификации, что мы договаривались по газу, провели газ, нет? Вот некоторые. Улица Первомайская, сейчас. Улица Первомайская, сейчас скажу. Первомайская, да, Первомайская. Газ кильдем. А 400. подсоединение барана, имейте в виду, вот, чтобы знали, для тех, кто нуждается, она будет программа, тех, кто нуждается, потому что подключение газа очень дорого стоит. Это у нас ветераны, где есть дети-инвалиды, а там есть программа, посмотрите, мы даем сертификат. И, по-моему, 50% стоимости мы компенсируем, потому что газ-то мы проведем, потом у людей денег нету до дома довести, котел установить и так далее. Это первый этап. Второй этап мы продолжим и асфальтирование, и водопровод на следующий год. Также спасибо Башнефти. Да, спасибо Башнефти. Освещение сләнләр ме? Сләнләр ме? Yol нисек хәзер? Ну, әле Ишимбай районында андай освещение күргәнебез юк, нык матур. Авырта ла ула яктырмай. Яра улым исән һау эшлә. Күзәйтә калә һине дурлаһын. Сине һау бул, исән һау иде Алла бирсә. Юлысын дур, рәхмәт. Әйбәт йөрибез. Рахмат. Как я уже докладывал, 3400 на строительно-монтажные работы и 700 тысяч на приобретение оборудования. Все новое. Такие же ФАПы будут за счет Башнефти в Старосаитово и в Гумерово. Такие же ФАПы точно по такому же проекту. Уже в этом году? В этом году, да. Всего 5? Да, у нас всего 5, получается, один по федеральной программе, мы на экономию попали. У нас очень серьезная поддержка для населения. Это однозначно. Уникальный подход. Но знаете, что просто масштаб работы? У нас в республике 2044 ФАПа. 2044. 160 аварийных, 170 близко к аварийным. То есть вот мы договорились, что вот в рамках моего указа до конца 2024 года все ФАПы наведем порядок. Все ФАПы. А это нам нужно каждый год делать где-то от 80 до 100 ФАПов. Вот каждый год. Поэтому но нам и федералы очень помогают. В следующем году уже 57 ФАПов по федеральной программе. У нас проект же идет вообще, очень серьезная поддержка идет. Ну, не секунда. Понятно, знаете? Да. Ну, получше надо. Яла надо? Яла, да? Хал келем? Балалар көп мында? Яш балалар бик юк, бер генә. Бер генә. Тагы 2 туарга тора инде. Декабрь айында. Арлардан келдилер, шулай? Арлардан да келет. Арлардан келет. Да, эле медсестра. А население сколько здесь районов? Тут 264? 264. 68. Кемия? Ну, элекке караганда кемин инде. Ну, или Ну, основномда о. но мында не надо, регистрация, так, процедурный, вот процедурный. Райфач, здесь вот особенность данного ФАПа в том, что в проекте не было предусмотрено отдельного автономного водоснабжения. Подрядчик пошел навстречу, сам пробурил, соединил водоснабжение автономное. Да, вода есть.
А ЭКГ туда будет поставлено? Тоже будет, да? У нас, получается, это будет по всем папам. А ЭКГ чтобы было? У нас на следующий год уже, конечно, это запланировано, получается, ко всем папам по федеральной программе будет проведено оптоволокно, и, получается, компьютерное оборудование, и уже там будет это. А сейчас листок нетрудоспособности, вот как открывать? Надо не сыграл. Асабалдамында новактика звонит и анда отправление. Эдрек эйлетлендирнелер нормально закрывать, алар закрывает. Но вот пациент, он же не должен ездить? Или... Нет, он, получается, вот здесь закрывают, по телефону там По телефону открывают, Нет. а уж когда выздоровел, там уже, Хорошо, уже осматривает потом, врач, и это закрывает. Вот разные периоды были, начиная с 90-х, переходные периоды были, но люди, которые не изменили своей профессии, вот это очень уникально. Это вот вообще основа сельской медицины. Конечно. Их у нас много. Я встречался с фельдшерами, которые работают более 40 лет. Они, знаете, мне рассказывают, говорят, Это уникальные люди. Да, детей приносят. Нам, говорят, уже детей приносят те дети, которых, как я говорю, ко мне приносили. Понимаете, она Да, молодцы, конечно. столько времени. У населения, которое вот здесь вот в деревне живет, у них доверие к фельдшеру ФАПа больше, чем, например, профессор там в РКБ там или еще чем-нибудь такое. Да, это конечно. Да. И, поколение компьютер будет, понимает, все, компьютер, все, колесение. Пожелания, может быть? Қалай? Все нормально. Өдеуге рахмат. Ау қақысы менен. Жайылы матыр қақтыры. До свидания, всего доброго. Рахмат, Фәрит кәлә. Дор, bunu qavadla hedin işime gitti qoştuk. Она меня килен. Хәзер хагылык кына юк, мына давлениялар күтәрелә, балышта урын юк. Монда укырга йөрим идек. Мандалия. А вот они прикреплены могут в Петровскую или они в Ишимбайске? Тут, вот, получается, Новоаптиковская, это сельская лечебная лаборатория, тут площадь, да. Ну, в Шарик, Ишимбайске. да. Ишимбайда, да, ну, в Яшарке что ремонт Тикәбердин бишенә келергә куштылар инде. Рәхмәт. Тикәбер эшләгән, хавылыгы итәр хау йөргән. Так? Башкортостанда уяттым, атай сейгә ошап, атайга ошап торам гына. Атай белән бергә эшләдем, бергә рәхмәт. Менә авылга ям бирдем, исән-һау бәла каза эшләп йөргән, дөнья бәхетем, шатлык куаныч белән менә нинди матур итеп. Она келесек елда тоже кенә асфальт салырбызында. Самое главное, на вегетабельно, ёпма. Значит, здесь открывать будем пожарную часть. 18 рабочих мест. 18 рабочих на ЕГТ мандат и нашла тут яйла про бизнес мандат теперь. Если ЕГЭ берген мандат что яки. Нашел хакында. Авыл халкы исеменнән әйтәр барам рәхмәт. Исән-һау эшләдем. Дөнья бәхетем. Мен лаган бара яйкене мына мында килеп, мына келесек яйкене. Ана өстәлгә нашлатып, узынтып куеп, бергә утырашабыз. Ямахайн мәсеттә атай сейгә дә акылабыз. Они килеп торган мөмкин. Деревня Саранова, родная деревня. Вы здесь уже не первый раз. Как чувство? Замечательное чувство, но в этот раз я пришел, вот с людьми общаюсь. Я сегодня хочу как раз, пользуясь случаем, я объявлю одну новую программу в республике. Еще мы не знаем. Она называется очень просто «Земляки родным деревням». Вот я земляк, я родился в Саранова.
Значит, я помогаю Сарану. Но это, понятно, это государственная помощь. Но я предложу программу, когда я вот как просто Ради Хабиров буду помогать. Я вот сегодня поговорю с селянами, что нужно в рамках моих возможностей личных. Я государственный служащий, но, по крайней мере, сделать им футбольную площадку. Сказали, что рядом где-то дом, да? А где? Дальше. Вот он, вот. Нет, или дальше же. А вон там, да. Как вот переехал? До 5 лет, да? Разрешите, вот эти 18 человек, которых мы отобрали, пожарники. Отобрали, как просили, с Госкомитета. Вот пожарная спасательная часть. Здесь делаем. Строить когда начнем? Во второй половине торги состоятся, Госкомитет заказчик. Во второй половине 20-го следующего года. А завершить? В 2020 году. В 2020 году там будет 18 рабочих мест. Уже лучше. А за этот год я еще поищу, ну, какой-то бизнес сюда еще придет. Мы либо на какое-то что-то аграрное производство, либо что-то придумаем. Или там вот по лесу посмотрим. Может, цех какой поставим здесь. Бар. Уранда бар бит. Ну, владельцек мен да. айланып кетіп барабыз. 10 жыл істемегенде 1 жылда іштәлегенде алып. 7 yıl işlemegende. Біздің артына поддержка. Рахмат сізге зор. Бұл не белән туктамайбыз. Киләсәк елга тоже планлар бар. Асфальт. 24 ел тиклем белән монда яйлап эшләбез. А вот есть предложение по поводу строительства геопарка, там определенных условий. Вот на базе Гумеровского ущелья у нас есть определенные предложения, там организовать туристический кластер на Таратау. Включили, да? Смотрите, вот еще геопарк у нас находится. Он же большой, география его охватывает, и Гумеровскую щель охватывает. Она большая, она там есть пасека определенная, вот там мы уже начали как бы определенные действия. Вы начинаете, самое главное, не бросайте. Значит, это же очень большой проект. Мы да, правильно делаем, потому что, смотрите, у вас это все пойдет. Когда мы в районе Таратау начнем делать то, что мы хотим, большой проект, там будут национальные деревья, там будут дороги, там будут лесные тропы, там будут фермы такие специальные. У нас тут есть даже пакет предложений, куда-то можно их отправить? Можно. Давайте к нам. Мы будем координировать. Потому что все равно глава будет здесь делать. Потому что у нас в Вышеево ферма есть Гумерова база строится. И нам это будет очень интересно, своих людей направлять сюда. Юлдар Казаков, я совместный вот это. Вот как бы вот предложили много вот со стороны, вот имею в виду. Вот. Одни приезжают там вот это, Азербайджан, Светы приезжают, поставили сколько землю просили, ферму хотели покупать у нас. Вот. Ну, местный халық қарсы вот что-то, наверное. Опять же геопарк, он как вот он опять же придет, вот, народу много сюда, считай, переезжать. Сюда не приедет. Имею в виду вот перспективы дать вот своим пацанам вот этот, вот Тахия, Рустам, Альберт, без оттуда не комиссия. Имею в виду вот с чем со стороны лучше, можно ли возможность своим пацанам, местным, которые здесь родились, выросли, деды, отцы здесь выросли, имею в виду. Конечно, конечно. Тоже там строим все это делаем. Вот этот, концепция не запрещает. Концепция не запрещает. Она Алла веришь, я верю, тоже Беларусь солдат, брат, Вы Хайдаром племянник второго казаков? Смотри, я же о чем говорю. Конечно, если местные будут, но вы понимаете, просто все равно сюда нужен бизнес. Просто опять же, увидели малолар, яшьлерден итем, тоже перспективу открыть. Имею в виду этот, ауыл бөтіп бара, нәмеке, потому что яшьлер yok. Яшьлерге қалырға семейный нитерге. Участкалар көп балаларға зияретерге берген ташта, ол ташта худа жоқ. Бір нәмелер, онда
Раздали в 2018 году, Олег Ильич, я не знаю, исходя из каких соображений сейчас будем архитектурой работать сейчас над расширением земельного участка. Тут надо искать другие способы. именно мусор турында например 5 бала бар еді өзім бала жеті кәләш бала дүркесі туған төлеретін ешім 2 сайда бір тұқ терияқтан еп бір тұқ еп неме айтам ол несеге ол как бурлық келіп сағат ол міне 70 жыл несеге 70 жыл Куршауылда 35 мында 70-ка город тағым ол Олег ауылдарда 75 где раньше не вывозился мусор. біздікі бет зор төлдайды ол несеге Вообще, для понимания, у нас самые низкие ставки. Россия зашла и за 70 нет. 100, 150, 200 Россия. Просто менять там ауылда. Ауылда 35 болса, evet Вот это ауылдар не танымайыз. Метр потихонечку придет в порядок, потому что аларның ол дегенде реформа башланды, аларның машиналары жоқ, мында контейнер площадкалары жоқ. Мында хәзер бармы? Бар, да. Несе мында? Где-то площадка, на каждой площадке по 3 контейнера, 4 контейнера, да? Как положено, да, как положено. Это же вот потихонечку наладится. Видеонаблюдение установили, также поручение было, да. И забор полностью по периметру, Ради Фарич, полностью установили в этом году. Здравствуйте. Ансамбль қаршылайызды. Helga Шуандай. Давайте. Ну вот. Недавно сделали ремонт спортзала. 2 года хотя там назад сделали, но крыша текла, мы все полностью поменяли крышу. Да, полностью поменяли. На следующий год также планируем фасад, потому что основная причина это как раз таки вот та вода, влага, которая попала в стену, поэтому вот эти пятна можно наблюдать. Это же вот эта школа, и отец. И вот этот вот спортзал попал, да? У них там своя волейбольная команда сильная, местная. Ну, у нас получается на следующий год что мы здесь делаем? Мы воду, асфальтик кладем, да? Воду. Там, где асфальт ведешь, там освещение, да? Да, освещение полностью, да. Потом, Рифаевич, вы же видите, вот сейчас и другие улицы начнем благоустройство в целом. Аллеи, Рифаевич, аллеи, вот по плану. Да, вот это, то, что вот через федеральную программу. Ну и другие виды, будем работать. Будем советовать населению. Мы посмотрим еще, что рабочие места. Мы тоже немножко подключимся к этому вопросу. Подъеду, да, общается с вами. Да, вот мы как бы порядок здесь делаем. Сейчас асфальт сделали. За сколько минут доезжаете вот сейчас вот до Ишимбая? Ну, минут 40. Минут 15-20. Они такие есть, меньше. Но за 30 минут. Это считается, говорили, что 20 минут. Здесь очень красиво. А тут же вот туда горы идут, и там уже... Мне отец рассказывал, когда вот он молодой здесь жил, сюда в деревню заходили медведи. Вот так, да? Да, поэтому тут очень край богатый. Карина Владимировна, пока глава общается с жителями, вы в школе, где учился Ради Фаритович? Как чувство? Ну, святая святых. Первый раз я в этой школе видела только снаружи, и теперь видеть здесь, где работал папа Ради Фаритовича. И вот сейчас услышала от жителей такие, даже учеников его увидела, и которые отзывались, рассказывали даже характеристики дедушки и бабушки нашего ребенка. Трепетно? Очень. Дети в малообеспеченных магазинах 45 рублей, у нас питаются в конце бюджета бесплатно. Таких категорий здесь 11.
Есть один просто немногодетный малообеспеченный. Ему из местного бюджета 13 рублей доплачивается. То есть вот протокольно родители посовещались, но они готовы заплатить 36 рублей. И то из этих 36 рублей 13 рублей местный бюджет покрывает. Вот смотрите, я этим плотно занимался, вот у вас часть сахара 0,84, да? В одной школе мы обнаружили, стакан чая 10 рублей стоил. Мы разбирались с этим. Это просто почему? Просто рисовали любые цены, чтобы подвести к итоговой цифре. Ну, вот понятно, чай, что такое? Вода, немножко сахара, да? Ну, А сколько здесь обед стоит, простите? Ну, вот я сейчас объяснила, да. Завтрак. Это для ТЖС это 50 рублей, да. Вообще для всех категорий 36. Протокольно родители как бы решили, что 36 рублей. Опять же, 23 только своего кармана, 13 с местного бюджета. У нас еще в садике 15% с местного бюджета. Потому что вот это вот на этом экономить нельзя. Да, и плюс еще удешевление за счет овощей, которые сами выращивают дети. А тут есть, да. Это тоже большой. Всегда обычно. У каждой школы, как правило, свой даже погреб есть. Дети летом приходят, сами занимаются, копаются здесь. Да, это же как бы урок биологии им сразу. Да. Хорошее это, да. Спасибо, Радик Фаридович, что питание все поняли. Да, это действительно важно. Сейчас будет сделано, мы занимаемся в рамках Госкомитета по продуктовому рынку нашему, мы такой товаропроводящую систему делаем. То есть мы делаем, по сути, систему поставки питания в школы, в садики и в лечебные учреждения, только продукты наши. То есть делаем сеть логистических складов, создаем саморегулируемую ассоциацию, внутренние договоренности. Фермеры привозят, мы покупаем. Фермеры твердо знают, что у них весной, осенью он это продаст, да, у него заказ есть, да, а потребитель понимает, что он возьмет хорошую картошку с Бураевского района, условно говоря, и по определенной цене. И система Меркурия сюда тоже можно, да? Абсолютно, это все туда входит. Вот мы только начали, это же первый проект. Мы, кстати, вот молочная кухня у вас заработала? Есть, заработала. Да. Ну, довольны, нет? Ну, вообще вкусная продукция, да. Это вот завтра каша была пшеная, ну, немножечко, видите, заветрилась, компотик. Йогурт у нас был на завтрак. Это на 100 рублей, да? Даже в армии такого не было. Это хороший обед. Но это ваши повара здесь сами готовят. Наши повара, поставщик аутсорсер. Но мы сейчас вот выходим на торги, как бы сейчас уже в декабре будет. Мы с ним хотим дальше работать. Вот я вижу, оборудование неплохое стоит. Ну, потихоньку обновляем. Да, обновляем. Обновляем. Да. Мы сейчас Оборудование муниципальное имущество. Ну, я понял, я знаю. Мы сейчас подали заявку в министерство на 10 миллионов. На... Материально-техническое У вас оснащение. сколько школ в районе? 33 школы. Это наши муниципальных и плюс 2 федеральных, республиканских учреждений. Да, это БКК наш. И 7-я школа коррекционная. 7-я коррекционная. Она так и есть, да? Она так и есть, да. Ну, работает хорошо. Ой. Вот отец. Ваш? Да. Вот и отца книга. Вот. Да, там такой, эта книга была, он написал. Он работал потом, когда после этого работал директором школы, в директором училища. Как они строили школу? Сами сельские жители вместе. Вот грамота. Здесь есть и аллеи. Да. Родник. Время волонтерства. Родник, вот мы благоустройством в этом году там вот эту работу провели, на следующий год хотим в рамках второго этапа. Ну то есть... Да, там благоустройство, ограждение, там... Это родник вот туда? Да, посадили деревья, мы туда, если это тот родник, мы туда ставили бак зимой и туда ходили с братом. Сделали субботник, посадили деревья, мусор вывезли, несколько машин, там почистили родник, убрали вот эти все старые строения, которые есть. Радик Фаридович, ну вот начали уже вас спрашивать, родное все, чувства какие, ну правда, в школе. Может быть, я по-женски так отношусь наивно трепетно, но мне кажется, что у вас тоже сердечко так ну, вот конечно, волнуется. это же, понимаете,
Ну, для меня эти места, безусловно, дороги. Причем я когда даже уже работал в Уфе и в Москве, я вот приезжал как-то, но я, понимаете, приезжал просто посмотреть, я иногда просто останавливал машину на горе, выходил и смотрел просто. Сейчас, ну, вот так случилось, что я могу помогать своей родной деревне, поэтому вот я говорю, что вот эти чувства меня натолкнули на то, что у нас огромное количество людей, которые добились в жизни успеха определенного в бизнесе или там в службе. И поэтому я вот в понедельник я объявлю программу, которая называется «Яхташтар Туганова Ларга», земляки родным деревням. Это не только деревням, и своим городам малым. И каждый, это будет сайт, каждый вписывает свое имя, разговаривает с земляками, что нужно. Вот я говорю, сегодня пойму, что моим землякам нужно, и начинаем программу. И там будет фото «Было, стало», а в конце года мы будем делать форум земляков. Просто в конгресс-холле соберемся, подведем итоги, назовем лучшие проекты и так далее. То есть большая интересная программа. Но вот она натолкнула как раз мое пребывание здесь. Не только ремонтное, наверняка это же и творчество, Нет, это и песни. там все что угодно может. Нет, да, это помощь именно. Кто-то построит ФАП. А если кто-то концерт даст своим? Тоже считается. Кто-то может просто футбольные мячи в школу купить. Уже не у всех есть возможность. Но самое главное, чтобы было внимание. Чтобы мы вот эту цепочку не теряли людей, которые выросли в деревне, потом судьба их разбросала, чтобы они были соединены с ней. Это очень и людям, кстати, поможет. Спасибо.